Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Вестник профсоюза образования». Мы расскажем вам о деятельности профсоюза работников образования и ответим на все ваши вопросы. Ну что ж, приступим. В начале октября в Доме профсоюзов широко отметили День учителя и День работника дошкольного образования. Торжественно чествовали лучших работников образования, поощряли и радовали культурной программой. День учителя – это праздник всех профессий. И, как сказал один мудрец, если бы профессии имели головы, то они склонились бы перед профессией учителя. 3 октября в актовом зале Дома профсоюзов состоялось торжественное собрание профактива, посвященное Международному дню учителя и Дню воспитателей всех работников дошкольного образования. Открылось собрание с приветственных слов председателя профсоюза образования Герзелиева Хизира. Главная идея праздников Дня учителя и Дня воспитателя – привлечь внимание общества на важность системно заниматься решением проблем развития дошкольного и школьного образования, а также уровнем доходов и условиями труда учителей и воспитателей. При этом хотел бы с удовлетворением отметить, что в республике по инициативе ее руководства сделано и делается много для становления, развития общеобразовательной и дошкольной системы образования, по строительству школ и детских садов, их оснащению необходимым оборудованием и учебно-наглядными пособиями, а также улучшению материального положения учителей и воспитателей. Харачуева Залова 33 года, учит детей русскому языку и литературе. Сегодня ее старания оценили по достоинству, вручили грамоту и премию от парламента нашей республики. Очень приятно получать награды, особенно такой торжественный день. А этот день действительно для нас торжественный, для учителей. Для нас, наверное, для учителей самый любимый праздник – это 1 сентября и День учителя. За буднями, которые ежедневно у нас проходят, эти дни являются как бы озарениями в нашей профессии. Обращение ко всем моим ученикам и обращение к моим учителям. Не смейте забывать учителей. В ходе мероприятия было награждено свыше 200 профсоюзных активистов. В награждении приняли участие почетные гости собрания: депутат парламента Дадаев Лёма, председатель комитета правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию Джунаидов Асламбек, заместитель министра образования и науки Усманов Ахмед и председатель Совета профсоюзов Салтыгериев Хусейн. Шутка, она рождество тиколукша, приумножить в разы, много раз, 100 раз, 1000 раз, еще, душу, унду, что она, хиета бенис, но бэшбэша, кана, килацар, кинишке, то что он дебардоша, тиколукша, душа. Зарплач будуч балаш биновой, эбомбаш еш балаш биновой, зачиск еш балаш биновой, ца ундоча балаш биновой. Я был очевидцем, когда учителя оставляли свои семьи, шли в чужие дворы, чтобы защищать своих учеников. كان يشاهدوا من بعد يعتبروا زرقاء وشادك دوش ويجب وال بيه بوش أقل بوش وتميلدين دوش وفن غير ريسوش شو تخلع وخلعت حيغر بلش عليه الشام. В завершении подарком для присутствующих было выступление Государственного симфонического оркестра Чеченской Республики под руководством главного дирижера, народного артиста России, профессора Валерия Хлебникова.
также не могу не воспользоваться случаем. Хочу поздравить своего классного руководителя Истамулову Зайнаиду Супьяновну. Благодарю вас за то, что вы довели наш 11 А до ума. Научили нас не пасовать перед трудностями, помогать друг другу, ценить дружбу. От лица своих одноклассников говорю вам спасибо за все. Кружки в школе. Какая первая ассоциация? Кружок рисования, вышивания, спортивный кружок. Но сегодня речь пойдет о кружках для педагогов. А чтобы узнать, чему обучают взрослых в школе, мы решили сопровождать представителей Райсовета профсоюза, которые изучают работу кружков. Смотрим сюжет. Уже несколько лет профсоюзные кружки успешно действуют во всех учительских коллективах городов и районов республики. На местах ведутся занятия кружков по разъяснению работникам принципов назначения пенсий, охраны их здоровья, ведения трудовых книжек. Важно то, что в работе кружков принимают участие и руководители образовательных учреждений, что придает деятельности кружков больше конкретики и действенности. Тематика занятий действительно настолько актуальна, что привлекает к себе большой интерес учителей и других работников образования. Но правила диктуют не более 10-12 слушателей. Сегодня мы присутствуем на профсоюзном кружке в городской школе номер 60. Асят Басханова собрала своих коллег, чтобы рассказать им о правах педагогов и о том, как их защищать. Эту тему выбрали сами учителя. Первый кружок у нас прошел по аттестации учителей, как успешно ее пройти, потому что это тоже очень больная тема. И вторая – это распределение учебной нагрузки педагогических работников образовательных учреждений. Значит, какие цели преследует наше сегодняшнее заседание профсоюзного кружка? Это, конечно, первое – ознакомиться с условиями предоставления и распределения учебной нагрузки педагогическим работникам. Второе – это научиться использовать свои права. Третье – способствовать росту правовой грамотности членов профсоюза. Вот такие цели преследует председатель первичной организации. Профсоюзные кружки у нас проходят обычно, когда мы собираемся на большой перемене или перед совещанием. Если возникнет какой-нибудь вопрос, больной вопрос для коллектива, мы можем это обсудить. В течение 10-15 минут они могут получить интересующую их информацию. Или я сама по инициативе даю, например, на прошлой неделе они получили информацию перед совещанием об аттестации, как успешно ее пройти, как должен подготовиться учитель к аттестации. Яха Гапуева, представитель Республиканского совета профсоюза образования, сегодня посетила несколько кружков. Она проверяет работу кружка и отвечает на возникающие во время беседы вопросы. Но цель наша какая была выезда? Посмотреть, что ли, проанализировать, как эти кружки востребованы членами профсоюза, какую пользу они дают, какова цель этих кружков. Ну и, соответственно, потом мы свою работу будем корректировать по итогам этой работы. Самые актуальные темы кружков – это профессиональное здоровье учителя, больничный лист, порядок оплаты, ежегодные отпуска работников, охрана труда, порядок применения дисциплинарных взысканий, сокращение штата работников, трудовой договор, защита, а не формальность, соблюдение прав сотрудников школы и учащихся в ходе учебного процесса и многие другие. Такие знания никому не помешают в жизни. Правовая подкованность наша, знание законов, знание своих прав, обязанности нам и так диктуются, конечно. Поэтому это очень важно для каждого работника, который работает в нашей школе. Надо отметить, что абсолютное большинство руководителей кружков получает на местах за свою работу доплату в размере 20% от ставки учителя. В итоге проверок выявлено, что кружковая работа ведется системно. У всех руководителей имеются дневники, планы работы, ведутся записи и протоколы проведенных занятий. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы собрались с вами на очередное кружковое занятие. Тема нашего занятия – все о коллективном договоре. И целью нашего занятия сегодня является изучить значение коллективного договора в решении вопросов, которые касаются образовательного учреждения, но в настоящее время именно в нашей школе. Сеть профсоюзных кружков – это настоящее профсоюзное дело, говорят в профсоюзе образования, настоящее творчество. Мы не должны допустить его ослабления и распада. Кружки надо укреплять и развивать. Слушателям дают определенную сумму знаний и помогают обрести навыки самозащиты. В современном мире эти качества просто необходимы. Защита прав членов профсоюзов, юридическая консультация – это работа правозащитного отдела. Давайте посмотрим, с какими вопросами к ним обращаются работники образования. Юристы ответят на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на другие вопросы.
С кем заключается срочный трудовой договор? Срочный трудовой договор заключается, предусмотрен статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации и заключается указанными в статье, в общем, людьми, работниками. Другие, в общем, случаи, если предусмотрены федеральными законами. А так, там указано, в общем, срочный трудовой договор заключается в 12 случаях, и по соглашению сторон срочный договор заключается еще в 11 случаях. Это все предусмотрено статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации. Обязан ли педагогический работник по требованию руководителя перезаключить договор на неопределенный срок на срочный договор? Спасибо за данный вопрос, потому что бывают случаи у нас, в общем, некоторые руководители образовательных учреждений с работниками хотят перезаключить срочные трудовые договора, хотя эти работники работают с 80-х годов, 70-х годов образовательных учреждений, и заставляя их, ссылаясь на работников прокуратуры, что якобы им установлен срочно надо перезаключить на срочный. Нет, не обязан он. Срочный трудовой договор, как мы уже сказали, в общем, заключается в тех случаях, которые предусмотрены статьей 59. И по соглашению сторон тоже, в общем, 59 указано. А в остальных случаях договор должен быть с педагогическим работником, имеющим диплом о среднем образовании или высшем образовании. Они, в общем, даже отношения их первый год, если они поступают на работу, руководитель не имеет права устанавливать испытательный срок. Это тоже предусмотрено статьей 70 Трудового кодекса Российской Федерации. А то, что, в общем, они сейчас, в общем, делают, руководители, это уже нарушение трудового законодательства. Когда предоставляется ежегодный отпуск при работе по совместительству? При работе по совместительству ежегодный отпуск предоставляется с отпуском по основной работе. Если даже работник не проработал 6 месяцев, ему обязаны дать, в общем, отпуск с авансом. Это предусмотрено 285 статьей Трудового кодекса Российской Федерации. Если у вас также появились вопросы, можете написать письмо профсоюзу. Адрес вы видите на экране. Ну а сейчас представляю вам короткие фоторепортажи из жизни профсоюза образования. 23 сентября прошла первая встреча освобожденных председателей первичных профсоюзных организаций с работниками аппарата Риссовета профсоюза. На встрече с каждым из них была проведена ознакомительная информационная беседа, сделан анализ их работы и даны рекомендации по различным ее направлениям. 1 сентября текущего года 69 профактивистов официально вступили в должность освобожденных председателей первичной профсоюзной организации. Идея заключается в том, чтобы максимально освободить человека от нагрузки преподавания для более эффективной его работы по реализации уставных профсоюзных задач. Это своеобразная гарантия со стороны профсоюза и социального партнера в обеспечении и защите прав педагогов в большом количестве. 26 сентября 2014 года в Доме профсоюзов прошло очередное заседание Совета молодых педагогов Чеченской Республики. На заседании Совета обсуждались вопросы по организации мониторинга в учреждениях образования Чеченской Республики в целях выявления профессиональных и социальных запросов молодых педагогов и оказания последующей помощи в решении выявленных проблем. Говорилось и о задачах районных советов по активизации работы с молодыми педагогами образовательных учреждений Чеченской Республики. Обсуждался перспективный план работы Совета молодых педагогов на 2014-2015 учебный год. Единогласным решением Совета план работы был утвержден. 26 сентября прошло очередное заседание исполкома Координационного совета работников обслуживающего и вспомогательного персонала. На заседании были утверждены списки на награждение грантами Риссовета профсоюза образования, которые ежегодно выделяются 20 наиболее отличившимся работникам техперсонала и составляют 5000 рублей. В заключении было принято решение о необходимости встречи с министром образования и науки Чеченской Республики. Спустя 2 недели встреча состоялась, в ходе которой председатель Координационного совета Саид Хусейн Эльдиев
Алиев отметил, что в Совет поступают многочисленные просьбы работников, обеспечивающих чистоту образовательных учреждений, о повышении заработной платы. 4750 рублей, которые они получают, не покрывают даже прожиточный минимум. Он обратил внимание министра на слабый контроль руководителей за условиями труда обслуживающего персонала. Практически во многих школах отсутствует горячая вода. Женщинам приходится в осенние и зимние периоды для наведения порядка в помещениях пользоваться холодной водой. В сельских школах техничкам зачастую не выделяют моющие средства и другие расходные материалы. Исмаил Байханов согласился с тем, что сегодня оплата труда этой категории работников действительно недостаточная. Признался, что он искренне сопереживает и, безусловно, знает состояние дел, что решение обсуждаемых вопросов, к сожалению, зависит не только от министерства. Министр заверил членов делегации, что доведет до правительства вопрос о повышении уровня зарплаты данной категории работников. Республиканский совет профсоюза образования уделяет должное внимание деятельности профкомов районов республики. Добивается, чтобы председатели профкомов были ответственны и компетентны в профсоюзной работе. В течение года в разные города и села выезжают делегации и проверяют, как работают их представители на местах. И в этот раз мы решили сопровождать их в поездке на Теречный район. Офис райсовета находится в 3-й школе сельского поселения Знаменское. Туда и направилась наша съемочная группа с представителями профсоюза во главе с Тамарой Эльмурзаевой, заместителем председателя профсоюза образования. В первую очередь провели беседу с Шугаиповым Шамилем, представителем райсовета по Натеречному району. По плану работы на второе полугодие Республиканского совета профсоюза мы выезжаем по нескольким районам, стараемся охватить для проверки на выполнение уставных задач профсоюза именно в районах. Сегодня мы в Натеречном районе. Здесь первый день мы посетили, начали мы с представительства нашего профсоюза, это в лице Шамиля Шугаипова. Посетили, конечно, управление образованием, это обязательно нужно, потому что, чтобы управление образования знало, что мы здесь с проверкой находимся в учреждениях образования. Но предварительно, так сказать, у нас здесь один из активнейших молодых представителей Республиканского совета профсоюза. Вроде бы все у нас здесь на должном уровне. Мы посмотрели и документацию, мы посмотрели и обращения наших членов профсоюза, которые часто не являются. А цель нашего визита, она является одной из первоочередных, чтобы узнать, чем занимаются члены профсоюза и представительства, какую работу они здесь в районе ведут. Шамиль Шугаипов возглавляет Совет с 2011 года. Под его руководством 32 первичные организации. Работы много, но молодой и перспективный руководитель справляется. У нас ежегодно проходит проверка. В нашем районе эта проверка проходит после утверждения на должность председателя Совета в первый раз. Мы уже эту проверку ждем месяц лишним, волнуемся, до сих пор испытываю какой-то кураж от этой проверки. Но думаю, все пройдет так, как мы полагаем. Работа райсовета, основная часть, это защита социально-трудовых и экономических прав работников нашего района. В связи с этим много обращений бывает именно по материальной части, по финансовой части, по заработной плате, по сокращениям, по нагрузке, распределению нагрузок, по отпускам, по уходу за ребенком, ну и разного другого рода. Представители профсоюза также посетили и районное управление образования. Айшат Закаева, начальник управления тепло, встретила гостей и рассказала о ситуации в районе. Районов еще много, а значит и работы у профсоюза немало. О проверках в остальных районах республики смотрите в следующих выпусках программы. Это все, что мы успели вам рассказать. За кадром осталось еще много интересного. Но у вас есть шанс увидеть все на сайте ressovet.ru. До новых встреч. Адикелш.